Звучит крымско-татарская хайтарма, крымчане танцуют ярко, громко и масштабно. Так ежегодно отмечали Хадырлес у нас на полуострове. Вот это поле близ Бахчисарая. В 2017-м здесь жарили самый крупный чебурек в мире. Затем в 2018-м представили 1,5-метровую феску, а в прошлом году выковали 2-метровую турку. Такими мировыми рекордами запомнился крымско-татарский Хадырлес. Оплот традиции – национальная борьба куреши, ароматный кофе, массовые гуляния, концертная программа, различные конкурсы и национальная кухня. Вне зависимости от возраста и национальности на праздник собирались тысячи крымчан, а гости полуострова могли познакомиться с богатой крымско-татарской культурой и традициями. Хадырлес – древний праздник, символизирует наступление весны, тепла и окончание сельскохозяйственных работ. Его название от имен мусульманских пророков Хадыр и Ильяс. По легенде, они путешествуют и помогают людям. Один обходит землю справа, а другой слева. В том месте, где они встречаются, начинается пир. Особое блюдо – калахай. Это круглый хлеб. Его спускали с горы и так предсказывали, каким будет урожай. Такая примета была: если калахай упадет лицевой стороной, значит год будет плодородный. И кульминацией праздника был народный танец хоран. Традиции празднования живы и неизменны до сих пор. В этом году Хадырлес планировали отметить 30 мая, после окончания священного месяца Рамазан. Но международная повестка внесла свои коррективы. В этом году праздник Хадырлес, как и многие другие мероприятия, в том числе мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, вы знаете, на федеральном уровне, на республиканском уровне было свернуто очень много мероприятий, которые были приурочены к этой дате. Поэтому к этому вопросу надо отнестись с пониманием. Ну а в следующем году мы вдвойне проведем этот праздник с двойной энергией, с двойным усилием. Если эпидемиологическая ситуация станет лучше, то Хадырлес в этом году обязательно проведут на том же месте, близ Бахчисарая. Ильмаз Авлакимова, Эдем Исмаилов, телеканал Милет.